Вадим Николаевич, хочется начать нашу беседу с того, что вы в качестве президента впервые приезжаете в Абхазию. Хочется сказать о том, что ваш приезд совпал с очень важной датой, которую мы отмечаем, это День Победы, и подписали соглашение между нашими республиками. Какие были предпосылки вашего приезда сюда? Я не только в качестве президента, я просто впервые в Абхазии. Но, тем не менее, я хоть не был в Абхазии самой, но работая в прежних должностях, у меня были хорошие контакты именно с абхазской стороной. Будучи министром внутренних дел, я подписывал соглашение в Тирасполе о взаимодействии МВД Приднестровья, МВД Абхазии. Я знал ваших людей, знал должностных лиц, и у меня всегда был интерес именно к Абхазии, к культуре Абхазии, к истории Абхазии, к становлению именно государственности Абхазии современной. Поэтому и по приглашению президента Рауля Джумковича мы прибыли сюда в празднование, и как раз это совпало с подписанием новых договорных отношений. Поэтому всегда был интерес, а вот совпало именно приезд в эту дату, скажем так. Вадим Николаевич, вот соглашение, подписанное вами и Раулем Джумковичем, еще должно пройти ратификацию, но однако мы можем говорить о спектре взаимодействия в определенных сферах, и он достаточно широк. И в первую очередь стоит сказать о политическом сотрудничестве и партнерстве. Что именно предполагает сотрудничество в этой сфере? И идет ли речь о политике международного признания? Как известно, мы к этому стремимся. Да. Ну, Асида, я хочу начать с того, что вот эти вот маленькие, непризнанные, ну, частично признанные государства, как Абхазия, как Приднестровье, как Осетия и как Карабах, являются продуктом распада Советского Союза. У нас, в принципе, одна основа и где-то очень похожая история. И некоторые государства частично признаны, Приднестровье вообще не признано, скажем так, признанными государствами. В этом есть большая сложность. Сложность заключается в том, что нас пытаются информационно оккупировать, не дать нам заявить о себе, не дать нам показать день сегодняшний. Ну, к примеру, что знает о Приднестровье? О Приднестровье в массе своем знают, что там была война, что там миротворцы, а день сегодняшний, где он показан? Ведь это уже совершенно другое государство, развитое, демократическое, со своей вертикалью управления и власти. Поэтому, конечно, на мой взгляд, вот этим маленьким государствам, у которых одна история образования, надо объединяться в некий союз. Есть механизмы, межпарламентская ассамблея, есть совещательное собрание министров иностранных дел и так далее. Но это надо развивать. Надо сделать так, чтобы мы друг другу помогали. И если у кого-то есть какие-то выходы на различные международные площадки, неплохо бы и нам их использовать и в России, и за пределами Российской Федерации. Поэтому вот в этом заключается политика дипломатического взаимодействия во многом между этими государствами, ну, в частности, между Абхазией и Приднестровско-Молдавской Республикой. Угу. Торгово-экономические отношения также занимают важное место в развития отношений между республиками. Насколько мне известно, Приднестровье – это более промышленная республика. У вас действуют заводы. Абхазия, как вы видите, море, горы – это рекреационная территория. Тоже очень хорошо. Да, вот разные направления, но как можно взаимодействовать таким образом, чтобы можно было достаточно глубоко и качественно развивать экономические отношения? Ну, во-первых, вы правильно сказали, в Приднестровье развитая промышленность. Мы экспортируем свою продукцию более чем в 70 стран мира на сегодняшний день. Если взять посмотреть нашу продукцию, чем мы интересны, а я всегда говорю о том, в любом государстве, где бы я ни находился, в России в том числе, что мы интересны экономически. Наша экономика интересна наша продукция. И на сегодняшний день промышленность Приднестровья представлена следующими срезами. Это металлургия, это приборостроение, это большой кластер легкой промышленности, ткани, обувь, одежда и так далее. Это кластер агропромышленного комплекса. Это весьма неплохие продукты питания и все, что связано с переработкой. И ликероводочная продукция, винная отрасль и так далее. Поэтому, конечно, мы интересны экономически. Поэтому, я думаю, вот те договорные отношения, которые подписаны, мы их наполним смысловым экономическим содержанием. Наша продукция будет весьма востребована именно здесь, в Абхазии. Логистика сложна.
и непроста. Но тем не менее мы, я думаю, это преодолеем. Поэтому я был бы рад, что если ваши граждане Абхазии пользовались бы очень качественным постельным бельем, к примеру, напитками определенного характера, продукции агропромышленного комплекса. И если уже говорить об индустрии отдыха, то и в Приднестровье это тоже присутствует. У нас есть санаторий Днестр, это Каменский санаторий на территории Приднестровья, очень востребованный. Там одномоментно отдыхает 350-400 человек постоянно. Что мы предлагаем, какие услуги? Кстати, его организовал князь Вингенштейн после войны 812 года, где он лечил военнослужащих, русских военнослужащих чистым воздухом, козьим молоком и вином. Но сейчас мы расширили спектр предоставляемых услуг, и там открыт источник воды, который по качеству соответствует трускавецкой воде. Радоновые ванны, все на высшем уровне, все включено. Да, поэтому тоже можем предложить гражданам Абхазии оздоравливаться именно у нас, в Приднестровье. Когда речь идет о туризме, ну, насколько я знаю, ваши сограждане приезжают в Абхазию. И в нашей республике в 2016 году отменили визовый режим. То есть для граждан Приднестровья он не действует, они могут въезжать и выезжать свободно. Какую задачу несет такое вот взаимоотношение в этой области? И ну, вот если у вас есть какая-то информация, насколько граждане Приднестровья выбирают Абхазию для отдыха? Знаете ли вы таких людей, которые любят Абхазию? Да, конечно, такие факты есть. Граждане Приднестровья из года в год увеличивают объем отдыхающих, скажем так, здесь, в Абхазии. И то, что был снят вот визовый режим, это очень прекрасно. Почему? Объясню. У нас же граждане Приднестровья состоят из различных гражданств. Ну, есть одно гражданство Приднестровья, общее для всех. А в него входят и граждане Российской Федерации, и граждане Украины, и граждане Молдовы, и остальных государств, граждане Болгарии там, в частности. И дело в том, что если, например, Абхазия имеет безвизовый режим с Российской Федерацией, то это не существует с Молдовой на сегодняшний день, да? А вот граждане Приднестровья, которые имеют молдавский паспорт, могут без виз въезжать в Абхазию. Это прекрасно. То есть этим самым мы, по сути дела, увеличиваем туристический поток между Абхазией и Приднестровьем. Это очень хорошо воспринимается гражданами Приднестровья в этой части. Среди пунктов соглашения есть пункт о сотрудничестве в культурной сфере и социально-гуманитарной сфере. Что имеется в виду под социально-гуманитарной сферой? Да. Ну, социально-гуманитарная сфера тоже весьма интересна. Я объясню, как ее можно развить. Ну, вот мы буквально разговаривали с вашим вице-президентом Виталием Викторовичем о том, что наши участники боевых действий, кто получил увечья, кто не имеет конечностей. И мы говорили об организации протезирования здесь, на территории Абхазии. У вас это дешевле, у вас это доступнее. Мы обговаривали механизм, поэтому вот эта тема будет реализована. Это и есть, в принципе, вот это направление, которое вы, в принципе, обозначили. Одно из. Кроме того, мы уже с вами затронули вопрос оздоровления ваших граждан. Кто страдает опорно-двигательными заболеваниями, кожно-покровными заболеваниями, это тоже лечится у нас. Поэтому, в принципе, все в развитии. Будем продолжать взаимодействовать, будем наполнять смыслом данный договор, и получится новые перспективы. Но это уже есть, то, что я обозначил. Основы есть, да. Очень интересует вопрос того, насколько молодежь представлена в политике, в местном самоуправлении. Вот почему меня это интересует? Потому что в республике действует закон о молодежной политике. У нас есть молодежные организации, они тоже влияют на общественную и политическую жизнь в том числе. Есть депутаты молодые. Какова ситуация в Приднестровье? Как налажены ваши отношения, имею в виду в правительстве, возможно, с молодежными организациями или какими-то объединениями? Да. Вы затронули очень важную тему. Молодежь – это будущее. Будущее народа и будущее государства. Я с удовлетворением отмечаю, что в Приднестровье хорошая молодежь. Очень хорошая. Мне люди нравятся, молодые люди нравятся. Понимают политику, образованные, понимают историю. Вообще уровень среднего общего образования у нас очень высок. И молодой человек, достигающий 18-летнего возраста, вполне образован и может себя представить за пределами
Приднестровской Молдавской Республики, поэтому, конечно, потенциал молодежи мы должны использовать. Это однозначно. И так оно и есть в Приднестровье. У нас существует форма молодежного парламента, где наряду с существующими парламентариями есть и молодежный парламент, который участвует в обсуждениях любых тем. Вообще у нас симбиоз. И у нас есть так называемое совещательное собрание первых приднестровских депутатов. Это все, кто основал нашу республику. Мы в прошлом году их собрали и посадили опять в парламент. Я их в шутку называю палата лордов, то есть это именно свет нашей нации, основ-основателей. Да. И вот любой вопрос, который интересен в обсуждении, мы вначале даем обсудить совещательному собранию, потом действующему парламенту и молодежному парламенту. А мне как президенту весьма интересно мнение каждого, то есть старшего поколения, среднего поколения и молодого поколения. И уже выбираешь истину, и ты чувствуешь ее, кто прав. Ну, в принципе, в основном, конечно, совпадает мнение с маленькими шероховатостями. Поэтому, конечно, молодежь должна быть представлена. Она представлена и в общественных организациях. Практически есть молодежные общественные организации патриотического толка. Мы от времени к времени запускаем модель как молодежное правительство. Тоже молодые люди активно участвуют в исполнительной ветви власти. Поэтому молодежь, конечно, представлена. Самое главное, вы знаете, обеспечить интерес жизни молодежи в том или ином государстве, как в Абхазии и как в Приднестровье. Это и рабочие места, и чтобы молодые люди проявляли себя, проявляли свою активность. Мы тоже над этим очень сильно работаем. А как вы видите, допустим, организацию работы между нашей молодежью? Это очень надо, это вполне возможно и необходимо. На месте глаз всегда замыливается, это 100%. И, конечно, молодежи надо немножко выплеснуть свою энергию, побывать на других площадках, посмотреть, как люди живут, как строятся иные процессы за пределами Приднестровья. Хороший контакт, я думаю, будет сейчас в Сочи в октябре месяце, где тоже приднестровская делегация будет представлена сотней молодых людей. Я думаю, что будут контакты и с абхазской молодежью. Может быть, это будет начало более таких вот глубоких контактов. Да. Вы в начале беседы вы заговорили также об образовании. Известно, что налаживая межреспубликанские отношения на таком уровне, есть опыт обмена студентами. В Приднестровье есть, по-моему, 2 университета, есть институт, есть разных направлений колледжи, правильно? В Абхазии тоже есть институт, университеты, колледжи. Вот как вы считаете, возможно ли в этом плане вот ту же программу, да, реализовывать, и насколько это целесообразно, на ваш взгляд? У нас 8 высших учебных заведений в Приднестровье. Есть среднетехнические учебные заведения, колледжевая система образования. У нас очень хорошая средняя школа, как я говорил, дошкольное образование. В принципе, в этом плане проблем нет. Мы самодостаточны в образовательной сфере и тоже готовы поделиться опытом и что-то, так сказать, позаимствовать за пределами Приднестровья. У нас работа проводится и с Российской Федерацией в этой части. И, конечно, было бы интересно поработать и с Абхазией. Все-таки хочу вернуться к теме подписания соглашения. И буквально вчера было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городами Дубасара и Гудаута. Что общего между ними, на ваш взгляд? Ну, побратимость, конечно, должна быть основана на чем-то, правильно? Должна быть какая-то основа. Эта основа есть и защита и Приднестровья, защита и Абхазии. Многие дубасарские ребята принимали активное участие в боевых действиях по защите именно Абхазии. И есть погибший Роман Радковский, Роман Анатольевич, который погиб именно защищая Республику Абхазию, похоронен здесь, в этой земле. Это, наверное, явилось толчком и сдетонировало именно подписание данного соглашения. Но соглашение подписано. Области, в принципе, известны, вы их обозначили. Я думаю, Дубасара и Гудаут, они будут интересны друг другу. Наверное, прежде всего в экономическом и культурном обмене в этой части. А представители делегации уже побывали в Гудауте или намечены планы только? Побывали, вчера побывали. Здесь присутствует наш глава администрации Дубасарского района. Он вчера выезжал в Гудауту, принял участие в мероприятиях, в принципе, прикоснулся к этому населенному пункту и к его людям. Вадим Николаевич, еще раз повторюсь, что ваш приезд совпал с главным праздником, который отмечает наш народ, с Днем Победы. Напомнил ли этот день вам? Да. День на родине? Конечно, напомнил. Но я уже говорила о том, что у нас общая основа возникновения
мы видели одну и ту же агрессию. Обратите внимание, и абхазский народ, и приднестровский народ не сразу устремились к полной независимости и самостоятельности. Ведь и абхазский народ, и приднестровский народ предлагал форму автономии, какой-либо там федерации, сохранить свой флаг, свой язык и так далее. Это было полностью отвергнуто определенными политиками, и в результате был конфликт. То есть мы искали, как и вы искали, точки соприкосновения бесконфликтного решения вопроса. Нас не услышали на заре распада Советского Союза. И, конечно, вот этот рубеж это кровь. Когда проливается кровь, возврата практически нет. Нельзя жить прошлым, надо прошлое помнить, чтобы не повторить это прошлое в будущем, понимаете? Поэтому вот вчера мероприятия, которые прошли, они подчеркивают важность достижения независимости Республики Абхазия. Как я уже говорил, независимость – это та ценность, которую надо сберечь как свое родное, потому что на независимости, на этой площадке строится вся настройка. И вы признание получили только благодаря вашей независимости. Если бы вы были зависимы, какое было бы признание, понимаете, да? Поэтому народ это понимает, народ это чувствует. Много потерь, много боли. И бессмертный полк, это тоже очень похоже на наше празднование, где тоже наши люди выходят с портретами погибших своих друзей, товарищей, близких, родственников и так далее. Но одна основа – понимание необходимости независимости, сохранения ее как гаранта безопасности государства. Это и есть общее. Вадим Николаевич, подытаживая нашу беседу о своем пребывании в Абхазии, как обычный человек, поделиться эмоциями и как президент. Да. Я скажу, что Абхазия по-настоящему миролюбивое государство. И как бы ни было бы сложно, Абхазия старается выстроить со своими соседями нормальные добрососедские отношения. Это надо продолжить вам. Нельзя жить в своей скорлупе, надо выходить на новые уровни. Это у вас получается, вы получаете признание постепенно. И я думаю, что рано или поздно, конечно, вы получите и признание в Организации Объединенных Наций. Я в этом просто не сомневаюсь. Всему свое время. Надо беречь мир, прежде всего. И надо развиваться, экономически развиваться, гуманитарно развиваться. У вас все получается, и все у вас великолепно. У вас очень хороший президент, Рауль Джумкович, уважаемый людьми. Он по-настоящему лидер. Держитесь его и держитесь своей государственности. Спасибо большое. Спасибо.